Поперек батьки дочь Путина метит в президенты. Предательство или официальная передача власти. Выступление Зеленского отменили. В НАТО больше не хотят слышать президента Украины. Ближайший союзник Москвы капитулировал. Перед генералами поднят белый флаг. Британские истребители выследили яхту Путина. Россия задействовала авиацию. Кто победил в противостоянии? Об этих и других событиях к утру вторника, 7 июля. Утро вторника. Пока вы просыпаетесь, мир уже давно не стоит на месте. Сейчас обо всем расскажем. Это «Нехта». Я Олесь Корниенко. Второго фронта не будет. Союзник Москвы поднял белый флаг. Лукашенко уверяет, что белорусские военные не пойдут на фронт в Украину. Такое заявление он сделал на встрече с выпускниками профильных вузов. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. При этом диктатор обвинил того, кто нагнетает ситуацию. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. Нет, конечно, это не Путин. Ситуацию раскачивает Евросоюз. Отдельных западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость. Приступ миролюбия с Лукашенко случился после возвращения из большого зарубежного турне. Сначала диктатор посетил Путина, а потом Си Цзиньпина. Многие комментаторы решили, что в Китае бессменный правитель Беларуси искал поддержки от натиска Кремля, а тот, дескать, добивается от Минска разрешения использовать белорусскую территорию для новых ударов по Украине и операций против стран НАТО. Но вряд ли Лукашенко забыл о списке из 500 целей, о котором ему раньше сообщил командующий силами беспилотных систем Роберт Броуди. Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Омске, до которого модернизированные украинские дроны FP-1 по некоторым оценкам проделали путь даже в 3400 километров, вызвал ожидаемую реакцию. Вот сейчас реально не медлите, у кого машина есть, кто меня смотрит, на заправку. Тысячи автомобилистов ломанулись на АЗС и без специальных приглашений. Все, это какой-то пиздец. Вот это нас, коллапс взорвался. А ведь только накануне местный губернатор в порыве оптимизма отменил ограничения на заправку топлива в канистры. Омский НПЗ был последним в десятке крупнейших таких заводов России, который оставался нетронутым. По оценкам аналитиков, в результате удара 7 БПЛА выведено из строя 40% мощности предприятия. Топливный кризис в России будет углубляться. Украинские защитники продолжают выжигать не только НПЗ агрессора, но и транспорт, которым перевозят бензин. Силы беспилотных систем поразили сразу 2 танкера теневого флота РФ. По словам Роберта Мадяра Бровди, речь идет о судах, которые доставляли топливо из Таганрога в оккупированный Крым. Каждая из них перевозила по 7000 тонн бензина. Топливный кризис, кроме всего прочего, запустил эффект домино. С сегодняшнего дня покупки на Wildberries для россиян станут заметно дороже. Крупнейший маркетплейс страны повышает комиссии почти для всех продавцов сразу. В компании объяснили это ростом расходов на логистику. А это не только рост цен на топливо и часы, потраченные на очереди. Это и ответные удары ВСУ за атаки россиян на объекты новой почты. 2 Wildberries горит. Комиссии могут вырасти сразу на 20% пунктов в теории, а на практике это может выглядеть гораздо хуже. Некоторые предприниматели уже в отчаянии. Нам ВБ поднял комиссию. 41%! 41%! Естественно, эти новые расходы продавцы переложат на покупателей. По оценкам экспертов, подорожает 90% товаров на площадке. В Анкаре сегодня стартует саммит НАТО. Кроме членов Альянса, во встрече примет участие и представитель страны, которая пожертвовала многим, чтобы присоединиться к этому союзу. Правда, согласно утечкам, в этот раз Владимиру Зеленскому дадут меньше публичного времени.
Еще более сложной для Зеленского становится ситуация, при которой, по имеющимся данным, он не примет участие в основном саммите на следующий день и, в отличие от прошлых лет, не произнесет перед лидерами НАТО яркую речь. Вместо этого Альянс предпочел отодвинуть Зеленского и украинскую тему на второй план, стремясь избежать недовольства Трампа. По данным издания, организаторы не планируют официального выступления президента Украины, чтобы не раздражать хозяина Белого дома. При этом, по данным The Telegraph, ожидается, что Зеленский и Трамп все же проведут личную встречу на полях саммита. Такой формат, как считают наблюдатели, позволит обсудить поддержку Украины без лишнего политического напряжения вокруг самого мероприятия. Влиятельная страна готовит мощный удар по России. Возможно, он будет смертельным, хотя речь не о вводе войск или поставках оружия Киеву. Этот удар будет не военным, а экономическим. Саудовская Аравия начала ценовую войну и резко снизила стоимость своей нефти для покупателей в Азии. По данным Bloomberg, государственная компания Saudi Aramco уменьшит цену на основной экспортный сорт сразу на $11 за баррель. Это крупнейшее снижение как минимум за 26 лет. Более дешевая саудовская нефть пойдет прежде всего в Китай и Индию, которые сегодня покупают около 90% российского нефтяного экспорта. Москва рискует потерять главный рынок, а российское сырье и так продолжает стремительно дешеветь. Стоимость сорта Urals уже опустилась примерно до $40 за баррель, и это значительно ниже уровня, заложенного в бюджет России. А значит, денег на войну у Кремля может стать еще меньше. Арктика становится новой точкой напряжения между Россией и НАТО. Великобритания сообщила, что ее истребители F-35 перехватили 2 российских самолета Ту-142 над Норвежским морем. По данным британского Минобороны, самолеты РФ несколько раз опасно сближались с флотилией, сопровождающей авианосец «Принц Уэльский», и сбрасывали гидроакустические буи рядом с кораблями. В ответ британские истребители поднялись в воздух и фактически отогнали тушки. По совпадению, именно в это время у берегов Норвегии проплывала та самая яхта Путина. Возможно, авианосная группа как раз следовала за ней, а стратегические российские самолеты должны были отбить у британцев охоту дальнейшего эскорта. Но небольшую битву россияне проиграли. Замминистра обороны Объединенного Королевства этого напрямую не подтвердил, но заявил, что флот НАТО знает, где находится дорогая игрушка хозяина Кремля. У нас еще есть альтернатива бензину в бензиновой стране. Кони, блядь. Я вот так считаю. Будем ездить в каретах, откатываемся в 15 век. Пока одни шутят, другие уже действуют. На фоне дефицита бензина спрос на рабочих лошадей в селах вырос в несколько раз. По данным МЭС, животных все чаще покупают вместо автомобилей для поездок по бездорожью, работы в лесу и по хозяйству. Заводчики говорят, что только за последние недели удалось продать или забронировать около 1000 лошадей, которые уже должны были отправиться на бойню. Че, бензина нет на заправках? А ей бензин не нужен. 3 морковки, она полдня гуляет. Одновременно россияне стали чаще пересаживаться и на велосипеды. В июне их продажи выросли более чем в 2 раза по сравнению с маем. Угрозы из Москвы в отношении стран Балтии прилетают чуть ли не каждый день, но, похоже, в Вашингтоне их не слышат. Американских военных в Эстонии стало меньше, причем в несколько раз. Большая часть контингента США покинула страну на фоне пересмотра американского военного присутствия в Европе. По данным эстонского телевидения, если раньше в стране находилось от 500 до 700 американских военнослужащих, то сейчас их осталось менее 100. Власти Эстонии признают, что пока остаются в ожидании решений Вашингтона. Мы можем здесь петь, танцевать и даже прыгать на одной ноге. Но все равно это решение принимает Белый дом и администрация США, исходя из собственных интересов и видения США. А пока безопасность страны будут обеспечивать собственные силы и подразделения других стран НАТО, которые находятся в странах Балтии на ротационной основе.
Все, шутки кончились. Кремль всерьез начал бороться с ударами ВСУ. Нет-нет, не резким увеличением числа систем ПВО. Последствия атак просто хотят спрятать от самих россиян. По данным Верстки, крупным медиа и телеграм-каналам негласно запретили показывать последствия украинских налетов. Речь идет о пожарах, разрушениях, попаданиях по НПЗ, заводам и другим объектам. Вместо этого СМИ рекомендуют делать акцент на российских ударах по Украине. Ранее примерно такую линию публично предлагал Дмитрий Песков. Обсуждается даже уголовная ответственность за такие сообщения. Правда, обычным россиянам не носят папочек, как Путину, и в последнее время, чтобы узнать, что происходит, им не нужно не то что включать федеральные каналы или лезть в Телеграм, а достаточно просто взглянуть в окно. История, достойная фильма ужасов, как пишет непальская газета The Kathmandu Post. Дикий слон по кличке Дхурбе за 14 лет убил 4 членов одной семьи. Всего на его счету уже 25 жертв. После первых нападений животное пытались выследить с помощью GPS-ошейников и даже объявляли его погибшим после операции по ликвидации. Но Дхурбе выжил. Спустя несколько лет снова появился у деревень и продолжил смертельное нападение. Теперь власти Непала обещают усилить контроль за перемещениями слона и не подпускать его к населенным пунктам. В России заговорили о преемнике Путина и неожиданно предложили на эту роль не чужого ему человека. На конференции движения «Национальная ассамблея», которую в эти дни проводит глава так называемого Федерального сельсовета Василий Мельниченко, планируют объявить о поддержке дочери Путина. Мы искали компромиссную фигуру, при которой сохранится курс на целостность России. Для меня, и для нашего движения, такой фигурой мы увидели Катерину Тихонову. Правда, дочерью Путина Тихонову Мельниченко не называет. Впрочем, ее отец родства тоже никогда публично не признал, назвав когда-то Екатерину Тихонову и вторую свою дочь от официального брака Марию Воронцову этими женщинами. В ряде российских СМИ до сих пор о них пишут с оговоркой «предполагаемые дочери президента». Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.